У меня такой вопрос еще такой каверзный. Почему казахи не считают нагайцев, ну, как за этнос? Они говорят, что это какие-то степные казахи или же они казахи. Ну, с одной стороны, татары казанские не считают, с другой стороны, казахи не считают. Такой интересный момент, хотя мы отдельный этнос со своей историей и так далее, со своим вообще образованием. А казахи считают, что мы когда-то отделились. У них государственная идеология на этом прям построена, что было разделение казахов и нугаев в 15 веке. Это там у них какие-то даже песни они придумали о разделении казахов и нугаев. На самом деле у нугаев ничего такого нету. О том, что казахи когда-то ушли. Всегда считались разными народами. Мы их называем алаш. Вот. Алаш. Да, это название казахов на нагайском языке алаш. Вот. И они, у них есть там, так как вот на этих землях большей части Казахстана раньше жили нугаи, была Ногайская Орда, они из-за этого считают, что вот мы почему-то оттуда ушли, со своей родины. На самом деле нашей родиной является, ну, как я сказал, вот эта территория от Дуная до Эмбы. А дальше на восток шла экспансия. Ногайская экспансия, она довольно глубоко туда шла. Там Башкирия была в составе Ногайской Орды, и там, ну, почти вот до современной восточной границы Казахстана все это было. Но как почему Ногайская Орда образована именно в междуречье, например, Волги и Урала, да, вот реки Яик. Дело в том, что вот когда был второй поход Тамерлана, он шел из Азербайджана в сторону через Кавказ на вот Тахт-Али, там, где находилась столица Золотой Орды. И Эдиге, он об этом знал, как бы, да, Эдиге, основатель Ногайской Орды, и он, так как его народ жил, и центр его, скажем так, кочевий был в степях Северного Кавказа, он решил, что нужно уйти с пути Тамерлана и призвал свой народ переместиться вот в междуречье Волги и Урала, там тоже его земли были, и они туда переместились, с Северного Кавказа, туда переместились. И некоторые есть свидетельства о том, что как бы некоторые части остались. Там вот в последующем возникло Шамхальство Тарковское, это вот часть нугаев, которые там остались. Потом было такое государство Татаркосия, Кремуха Татаркосия называлась, это на Западном Кавказе. И там, например, селение Бораган, Брагуны в Чечне, это тоже считается часть нугаев, которые не успели переселиться. Это сегодня кумыки, кстати говоря. Вот есть такой профессор Виноградов, он говорил, что это как бы Бораган, племя ногайское, оно должно было переселиться туда, но оно не смогло, там где-то осталось, и поэтому они там остались, и как селение там образовались. Вот, то есть изначально мы там на Кавказе должны были образоваться как государство, но образовались вот междуречье Волги и Урала именно из-за похода Тамерлана. Мы туда ушли, короче, получается. А центры, ногайские центры на Кавказе, они были потеряны, это там... Маджар, современный Буденновск, там очень серьезный центр был, он был полностью уничтожен. А другие центры, ногайские центры, которые там в Бештау, ну, Пятигорье и так далее, в других местах были, они тоже были как бы подверглись разрушению со стороны Тамерлана. А Ногайская Орда образовалась уже между речью Волги и Урала и вело экспансию на запад, на восток, потому что на западе все было уничтожено. Вот. Но потом, если мы увидим, что они, скажем так, когда вот русские шли, захватывали земли, они переселялись на Кубань и на Северный Кавказ. Например, есть эпитеты в отношении Терека, как старые ногайские кочевья. Старые относительно кого? Относительно прежнего населения, как бы, которое жило на Тереке, на берегах Терека, это вот старые ногайские кочевья были. Также при султане Сулеймане на Кавказе, в степях Северного Кавказа был образован ногайский эолет. Об этом пишет адыгский, кстати, ученый здесь, Сабит Муфид Бильге, его зовут. Он пишет вот о ногайском эолете. Он несколько лет просуществовал, но он был как запасная база для властителя Ногайской Орды Бия Юсуфа, который противостоял этому Ивану Грозному. Впоследствии на этих землях была образована Малая Ногайская Орда. Вот. Некоторые исследователи говорят о том, что нугаи на Кавказе появились именно только вот в XVI веке с разделением Ногайской Орды на Малую и Большую. И что нугаи туда пришли, как на пустые земли, получается. Но на самом деле они там были уже. Там был ногайский эолет. И вот такие вот свидетельства. А казахи, они образовались в Могулистане. Это, скажем так, юго-восток, самый-самый юго-восток современного Казахстана. Там сердце, скажем так. Это вообще было даже не улус Джучи, это был улус Чагатая, Могулистан. Это не, скажем так, не государство Джучи. Поэтому сегодня
такие ярые притязания Казахстана на наследие Золотой Орды, оно оспаривается именно с точки зрения того, что изначально Казахстан был образован не на территории Улуса Джучи, хотя во главе его стояли знатные люди из Улуса Джучи, из Золотой Орды. Керей и Джанибек — это основатели казахского ханства. И у них была экспансия на запад. Там был хан Касым такой, который стремился завоевать Ногайскую Орду, и ему удалось. Потом Ноғай отбили. Было 2 ногайско-казахские войны. То есть Ноғай противостояли казахам, казахи шли с востока, а Ноғай шли на восток, получается. Они вот там сталкивались. Вот. И основа казахов в этническом плане, она совершенно иная. У них есть те же кипчаки, например, но их в составе казахов до 4%. Для ногаев это мажорная как бы группа, да, вот это, скажем, основа народа. У них, например, нет рода ас. Моего рода у них вообще нет. И если мы посмотрим по генетике, то мы увидим, что такое соотношение, что у ногаев доминирующими являются домонгольские генетические компоненты, как я сказал, R1A, R1B, там J и другие. Короче, если мы возьмем все домонгольские эти, то мы увидим, что там больше всего. Монгольские тоже есть, немало, там в среднем 15%, но их меньше. У казахов монгольского подавляющее большинство, а вот как раз вот, скажем так, нашей генетики у них очень мало. Вот эти вот кипчаки, канглы и так далее, этого у них мало, там 5% канглы, 4% кипчаков и так далее, мало. Хотя язык кипчакский. Почему? Потому что это государственный язык Золотой Орды был, и он был там распространен. И по большому счету, если так взять с точки зрения генетики, если очень упрощенно, то можно сказать, что ногаи — это кипчакизированные население до монгольского, вот этого западного дешти Кипчака, а казахи — это кипчакизированные монголы, которые пришли с востока туда, вот в восточный дешти Кипчака. Вот так получается, если так очень сильно упростить. То есть основа вообще двух народов, она разная. Вот. Спасибо тебе огромное.